Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны, восстановление и развитие народного хозяйства, период с 1946 по 1964 года. Первый вопрос. Героизм воинов-кыргызстанцев на фронтах. Второй. Труженики Кыргызстана в годы войны. Третий. Восстановление и развитие народного хозяйства. Вопрос первый. Вероломное нападение немецко-фашистских захватчиков нарушило мирную жизнь советского народа и вергло его в неисчислимые беды и испытания. Так началась Великая Отечественная война за свободу и независимость социалистического Отечества. Воины Кыргызстана с первых дней войны героически сражались против фашистских захватчиков. Оборона приграничной Брестской крепости стала одной из важных страниц истории Великой Отечественной войны. Советские воины более месяца защищали крепость, не сдавая ее врагу. Среди них был кыргызстанец Фурцев, выросший в городе Прижевальский и окончивший там школу имени Ленина. Работавший перед войной в городе Фрунзе, Дмитриев 10 июля 1941 года при защите белорусского города Борисова подбил 2 вражеских танка. Ему первому из кыргызстанцев 31 августа 1941 года было присвоено звание Героя Советского Союза. Правительство Кыргызстана с первых дней войны проводило работу по военной подготовке населения, созданию воинских подразделений. По указу Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 1941 года в стране началась всеобщая мобилизация военнообязанных. В ходе этой кампании в Кыргызстане были сформированы 385-я стрелковая дивизия, затем 40-я и 153-я стрелковые бригады и 2 национальные кавалерийские дивизии, которые снарядили предприятия и колхозы республики. Первой из новых формирований в бой вступила 316-я стрелковая дивизия под командованием военного комиссара Кыргызстана генерал-майора Панфилова. Эта дивизия была сформирована правительствами Казахстана и Кыргызстана. В состав дивизии вошли представители колхозников, рабочих и служащих обеих республик. Вместе с казахами и кыргызами в ее рядах были русские, украинцы и представители других национальностей. В битве на подступах к Москве в ноябре 1941 года воины дивизии противостояли 4-кратно превосходящим силам врага. В течение месяца, надежно удерживая свои позиции, части дивизии разбили 2-ю танковую, 29-ю моторизованную, 11-ю и 110-ю пехотные дивизии врага, уничтожили 9 тысяч немецких солдат и офицеров, 80 танков и другое вооружение. За образцовое выполнение заданий командования 316-я стрелковая дивизия получила наименование 8-й гвардейской, награждена орденом Красной Звезды. У села Гуськово Волоколамского района 18 ноября 1941 года Панфилов погиб. Посмертно ему было присвоено звание Героя Советского Союза, а дивизия названа его именем. Кроме того, звание Героя Советского Союза было присвоено 28 воинам Панфиловской дивизии. Среди них кыргызстанцы Дюшенкул Шопоков, Николай Ананьев, Григорий Шемякин, Григорий Конкин, Иван Москаленко, Григорий Петренко, Иван Добробабин. В сражениях на Северном Кавказе, под Сталинградом и Курском воины-кыргызстанцы наравне со всеми несли тяготы войны, проявляли образцы мужества и доблести. Многие из них пали смертью храбрых за социалистическое отечество. В боях на берегах Дона, южнее Воронежа, 6 августа 1942 года Чолпанбай Тулебердиев совершил бессмертный подвиг, закрыв грудью вражеский дзот. 4 февраля 1943 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза. На Северо-Кавказском фронте кыргызстанец Выглазов и воины его отделения 16 мая 1942 года остановили атаку 8 вражеских танков. Командир отделения лично вывел из строя 3 танка, уничтожил 20 фашистов. 22 февраля 1943 года он был удостоен звания Героя Советского Союза. На Западном фронте к этому званию был представлен наш земляк Волковенко. На Сталинградском фронте героически сражался артиллерист-наводчик Даир Асанов. На Закавказском фронте проявил геройство политрук роты Кумат Джуматаев. Взятый в окружение Джуматаев обвязал себя гранатами, бросился под бронемашину и подорвал ее. Сын кыргызского народа, коммунист Джуматаев, посмертно был награжден орденом Красной Звезды. В декабре 1942 года в одном из боев за Кавказ командир отделения Акун Садырбаев успел поймать и сбросить обратно 16 гранат, летевших со стороны врага. Садырбаев погиб от взорвавшейся у него в руке 17-й гранаты. За этот подвиг Садырбаев посмертно награжден орденом Красного Знамени. При защите Кавказа проявили отвагу политрук роты Сулайман Жундубаев, старший лейтенант Тимиркол Металиев, артиллеристы Кирим Кырбакбаев, Тыныбай Бешенбаев и Абдыкалык Жумакеев. В боях 42-43 годов многонациональная 8-я гвардейская дивизия имени Панфилова внесла свой достойный вклад в дело разгрома врага. 18,5% ее воинов составляли кыргызы. Дивизионные снайперы Токтагул Шабеков, Аламкул Абибулдаев, Бождигит Турдубаев уничтожили каждый от 25 до 150 гитлеровцев. При форсировании реки Днепр воины Кыргызстана проявляли чудеса героизма. Особенно отличился взвод сержанта Анварбека Чортекова.
Переплыв через реку, отважное подразделение отбило 4 вражеских атаки и уничтожило 30 фашистов. За мужество и героизм Чуртекову было присвоено звание Героя Советского Союза. В одном из боев за Днепр пулеметчик Садык Алиназаров уничтожил 21 солдата и 2 офицеров врага. Он тоже был удостоен звания Героя Советского Союза. Это высокое звание получили кыргызстанцы Тишибаев, Крикун, Беляндер, Сапожников, Москов, Тихонов и другие. Сотни наших земляков были награждены орденами и медалями. Оказавшиеся в тылу врага воины-кыргызстанцы сражались в партизанских отрядах. К примеру, только в составе партизанского объединения Ковпака на Украине было 17 партизан-кыргызов. Среди них выделился Ишанкул Бешеналиев, принявший участие в 6 сложных операциях, лично пустивший под откос вражеский эшелон. В рядах белорусских партизан воевали против общего врага такие сыны кыргызского народа, как Мурзакулов, Сарыбаев, Узбеков, Адашев. В известной рельсовой войне особую отвагу проявил партизан Иманбаев, воюя в тылу врага, будь то в Крыму, под Ленинградом или на территориях временно захваченных фашистками Смоленской, Псковской, Орловской и других областей, многие кыргызстанцы показывали примеры мужества и стойкости. В конце 1942 года группа воинов Панфиловской дивизии под командованием старшего сержанта Ашербая Коенкозова со специальным заданием была направлена во вражеский тыл. В январе 1943 года отряд соединился с 7-й партизанской бригадой близ города Псков. Вскоре Коенкозова назначили командиром роты 2-го партизанского отряда. Командуемая им рота ни днем, ни ночью не давала врагу покоя. Только в декабре 1943 года она вывела из строя 10 эшелонов, 10 паровозов, более 20 вагонов. В неравном бою под Псковом в декабре 1943 года Коенкозов и его подразделение геройски погибли. В битве около эстонского города Нарвы 18 марта 1944 года сын кыргызского народа, летчик-штурмовик Исмаилбек Таранчиев, направил свой загоревшийся самолет в гущу вражеских танков, скопившихся у заправочного узла. Взрывом было уничтожено 6 танков, несколько автомашин и десятки фашистских захватчиков. За этот подвиг, не оцененный на должном уровне в свое время, лишь в 1991 году Таранчиеву было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Победы советской армии, усиление национально-освободительной борьбы в порабощенной Европе вынудили США и Англию 6 июня 1944 года с опозданием на 2 года открыть Второй фронт. Однако основные силы фашистской армии продолжали воевать на советско-германском фронте. В августе 1944 года советскими войсками были освобождены Молдавская ССР, Румыния, 20 октября столица Югославии Белград. Гитлеровские захватчики были выбиты из прибалтийских стран. Таким образом, военные действия были перенесены на территорию Германии. В наступательных операциях 1944-1945 годов доблестно сражались воины всех народов СССР. В боях под Ленинградом в 1944 году среди воинов-кыргызстанцев отличились Джиты Кокшаев, Рустамов, Юнусалиев и другие. В Молдавии, около города Дубасары, в апреле 1944 года наводчик орудия Жаркомбаев уничтожил 2 вражеских пулемета и 25 солдат. В этом бою Жаркомбаев отбил 5 атак. За проявленное мужество ему было присвоено звание Героя Советского Союза. В сражениях за Белоруссию в июне 1944 года ефрейторы Якупов, Асаналиев, лейтенант Пичугин, майор Калашников, сержант Курочкин, лейтенант Царенко, пулеметчик Азимов, лейтенант Сухин, рядовой Хименко приумножили славу кыргызстанцев, удостоившись высокого звания Героя Советского Союза за проявленное мужество и доблесть. На различных этапах войны при освобождении городов Ленинград, Ржев, Великие Луки, Новгород, Псков, Нарва активно участвовали кыргызстанские 660-й и 664-й авиационные полки ночных бомбардировщиков. Наша землячка-летчица Пасько за 780 ночных вылетов сбросила на позиции фашистов 93 тонны авиабомб. Меткими ударами по важным объектам врага было вызвано 109 пожаров. Герой Советского Союза Пасько со своими учениками не раз наносила противнику ощутимые потери. 13-15 октября 1944 года советские войска освободили Ригу. В ходе этой операции Панфиловская дивизия за особые боевые заслуги была награждена орденом Суворова 2-й степени. За годы войны 34 воина 8-й гвардейской дивизии имени Панфилова стали героями Советского Союза. 18 086 воинов были награждены орденами и медалями СССР. Кроме того, знамя дивизии украсили орден Ленина и орден Красного Знамени. Все это говорит о том, что рожденная на землях Казахстана и Кыргызстана Панфиловская дивизия проявила в годы войны достойную стойкость, мужество и героизм. 16 апреля 1945 года начался штурм цитадели фашизма Берлина. После небывалого артиллерийского удара советские войска двинулись в наступление. В этой битве принимали участие политрук батальона Калайнур Усенбеков. Словом и примером вдохновляя соратников, за проявленную доблесть лейтенант Усенбеков удостоен звания Героя Советского Союза. На завершающем этапе войны в битве за Польшу пулеметчик Атарбаев был удостоен звания Героя Советского Союза.
В битве за Берлин высокое мужество проявил дважды Герой Советского Союза летчик Бегельдинов, командир батальона Герой Советского Союза Беляндер и многие другие наши земляки-кыргызстанцы. Таким образом, в Великой Отечественной войне советский народ самоотверженно боролся не только за свою свободу и независимость, но и за освобождение других стран от фашистского порабощения. В многонациональных рядах советской армии достойно выполняли свой высокий долг защиты Отечества 380 тысяч посланцев Кыргызстана, проявляя образцы мужества. За высокие подвиги кыргызстанцев награждены орденами и медалями. 73 человека были удостоены звания Героя Советского Союза. Из них 13 человек были кыргызы. 34 стали кавалерами Ордена Славы всех 3 степеней. Большая часть воинов-кыргызстанцев не вернулась с полей сражений, отдав свои жизни за свободу народа, за Родину. Второй вопрос. Труженика Кыргызстана в годы войны. Промышленность в годы войны. Захват фашистской Германии в самом начале войны экономически развитых важных регионов СССР создал чрезвычайно тяжелую обстановку. Для обеспечения нужд фронта советское правительство поставило задачу в кратчайшие сроки превратить братские республики в тылу страны в мощный военно-промышленный арсенал. С самого начала войны промышленность Кыргызстана перешла на выполнение военных заказов. Уже в июне 1941 года Фрунзенский механический завод полностью был переведен на производство специальных заказов фронта. Рабочие завода в ходе освоения военных форм производства выполняли ежесменные нормы на 200-400%. Многие перешли на 2-3-сменный режим труда. В Кадамжае была резко увеличена добыча сюрмы, имеющей стратегическое значение. 65% рабочих комбината стали стахановцами. Вся легкая текстильная промышленность Кыргызстана перешла на пошив военного обмундирования. Важнейшая задача в переводе народного хозяйства республики на военные рельсы было размещение и налаживание производства эвакуированных из центральных регионов страны промышленных предприятий. Только с июля по декабрь 1941 года в восточные районы СССР было переброшено 2593 промышленных предприятия. Из них 308 были определены в Среднюю Азию и Казахстан. В Кыргызстан прибыло 28 крупных заводов и фабрик. В результате летнего наступления Германии в 1942 году в Кыргызстан было эвакуировано еще 38 крупных промышленных предприятий. Была развернута широкомасштабная деятельность по их размещению, обеспечению рабочими кадрами, сырьем, энергией и транспортом. 90% эвакуированных предприятий было расположено в Чуйской долине, остальные в Волжской, Джалабадской и Иссыкульской областях. Большая работа проводилась в Кыргызстане по обустройству эвакуированного из прифронтовых районов населения. Только с июля 1941 по январь 1942 года в Кыргызстан прибыло более 61 тысячи человек. К декабрю 1942 года было эвакуировано 139 тысяч человек. Кроме того, в Кыргызстан было эвакуировано 13 тысяч граждан Польши. Для приема, обустройства и снаряжения работы эвакуированных людей были созданы республиканские, областные и районные комиссии, которые оказывали практическую помощь прибывшим беженцам. Народ Кыргызстана делал все возможное для приема эвакуированных, вместе с вновь прибывшими отдавал все силы для фронта. Уже с первых дней войны в промышленности Кыргызстана ощущалась нехватка электроэнергии. Подача электричества населению сократилась. Для решения проблемы было решено закончить на Большом Чуйском канале приостановленное строительство Лебединовской ГЭС. Работы, начатые 6 июня 1942 года, в конце года завершились. ГЭС дала ток. В связи с захватом фашистской Германии угольных бассейнов и шахт проблема добычи угля тоже была возложена на восточные районы. Для решения этой важной задачи угледобывающие предприятия Кызылкии, Сулюкты, Кокджанга, Ташкумыра были объединены в трест «Кыргызуголь». Шахтеры Кыргызстана работали под лозунгом «не менее 1,5 нормы за смену». Немалое число шахтеров выполняло по 2-3 нормы. За доблестный труд 24 шахтера в 1942 году были награждены орденами и медалями СССР. Работники тыла с первых дней войны, не щадя сил, самоотверженно трудились на благо победы. По почину молодежи, в тылу, как на фронте, создавались фронтовые бригады. Это движение приобрело в республике широкий размах. Слесарь Фрунзенского механического завода Чернышев добился выполнения нормы на 1171%. Вскоре Мамбетов поставил новый рекорд – 1197%. Таким образом, в республике началось движение тысячников. В мае 1942 года были возобновлены приостановленные с началом войны работы по прокладке Большого Чуйского канала. Строители канала в годы войны сумели проложить 80 километров русла и выбрать 450 тысяч кубометров земли. В 1943 году вступили в строй сахарные заводы в селе Беловодском, Новотроицке, Токмоке. В республике за сутки стало производиться 55 тонн сахара. Были сданы в эксплуатацию Карабалтинский спиртовой завод, Токмокский консервный завод, Новый хлебзавод, 2 маслобойных завода, Ворошиловская ГЭС во Фрунзе, цементный завод в Канте. С 1941 года по 1943 добыча ртути возросла в 10 раз, сюрьмы в 2 раза. В 1943-1944 годах Хайдарканский ртутный комбинат 4 раза завоевывал республиканское переходящее Красное Знамя.
В 1945 году Фрунзенский инструментальный завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени. В годы Великой Отечественной войны в Кыргызстане вступило в строй 36 крупных промышленных предприятий, образовались новые отрасли. За годы войны число рабочих возросло с 36 тысяч до 46. Доля промышленности в народном хозяйстве Кыргызстана с 50% в 1940 году возросла до 67,5% в 1945. В горных условиях Кыргызстана жизненно важную задачу по перевозке военно-хозяйственных грузов выполнял наземный транспорт. В октябре 1943 года было начато строительство железнодорожной ветви Кант-Рыбачи, улучшена телефонная связь. В тяжелое для страны время рабочий класс Кыргызстана успешно справился с требованиями военных условий и внес достойный вклад в дело достижения долгожданной победы. Вклад сельского хозяйства в обеспечение фронта. С началом войны не только промышленность, но и сельское хозяйство страны понесло огромные потери. В республике число занятых в сельском хозяйстве мужчин сократилось на 51%. Вся тяжесть сельскохозяйственных забот легла на плечи женщин, детей и стариков. Днем и ночью они работали на фронт. На заготовительных пунктах республики под лозунгом «Каждая тонна зерна, снаряд в лагерь фашистов» шла бесперебойная заготовка хлеба. Труженики сельского хозяйства проявляли невиданную доблесть. Перевыполнение норм стало обыденным явлением. Из-за нехватки техники многие работы осуществлялись вручную. На фоне общего трудового подъема в годы войны особо выделилось звено колхоза «Кызыласкер» Сокулукского района, возглавляемое Керимбабу Шапоковой. Это звено добилось замечательных успехов в выращивании технических культур. Вместо запланированных 210 центнеров сахарной свеклы с гектара было получено 684. Звено колхоза Кайырма Чуйского района под руководством Джолдушбаевой вырастило 565 центнеров с гектара. В Волжской области колхоз имени Нариманова получил урожай хлопка в 23,3 центнера с гектара. Звено колхоза имени Сталина Сузахского района Джалабадской области, возглавляемое Исмаиловой, добилось высокой урожайности хлопка – 35 центнеров с гектара. Борьба за повышение урожайности сельскохозяйственных культур продолжалась и в послевоенные годы. В этом почине особенно отличились свекловоды Хайназарова, Тизикбаева, хлопкоробы Атабекова, Таширов и другие. Таким образом, если взять в целом, Великая Отечественная война нанесла сельскому хозяйству Кыргызстана большой урон. Например, если по республике в январе 1941 года было 555,5 тысяч голов крупного рогатого скота, то на 1 января 1946 его количество составило чуть более 440 тысяч голов, то есть уменьшилось на 18%. Соотношение поголовья свиней за указанный период составило 87 тысяч и 19,5 тысяч, 70%. Коз и овец 2 миллиона 529 тысяч и, соответственно, 2 миллиона 272 тысячи, 12%. Лошадей 408 тысяч и 210 тысяч, 29%. Валовая продукция сельского хозяйства за период 1940-1945 годов снизилась на 76%, в том числе продукция животноводства на 71%. В годы войны снизилась сдача государственного зерна на 24,5 тысячи тонн с 207 тысяч тонн, табака на 1,7 тысяч тонн, картофеля на 3,5 тысячи тонн. Несмотря на трудности, трудящиеся кыргызстана в соответственном труде бесперебойно обеспечивали фронт и промышленность продовольствием и сырьем. Общенародная помощь кыргызстанцев фронту. Трудящиеся тыла, в том числе и Кыргызстана, в годы войны обеспечивали советскую армию всем необходимым, не только продукцией заводов и фабрик, сельхозпродуктами, но и помогали фронту своими личными средствами и сбережениями. Несмотря на тяжелое материальное положение, простые советские люди отдавали фронту накопленные сбережения, часть заработной платы, ценные вещи, золотые и серебряные украшения, продукты питания. Уже в первые дни войны трудящиеся Кыргызстана перечислили в Общенародный фонд обороны 1-2-дневную зарплату. Развелось движение по передаче средств, заработанных сверхурочно, в выходные и праздничные дни на защиту Отечества. Для поддержки этого народного почина во Фрунзенском государственном банке СССР был открыт специальный счет номер 14. В годы войны, помимо помощи фронту продовольствием, одеждой и так далее, народ Кыргызстана собрал средства, которых было достаточно для постройки 93 танков или 186 военных самолетов. Созданная из этих вкладов танковая колонна «Советский Кыргызстан» с ноября 1942 года била врага. В период Великой Отечественной войны жителям Кыргызстана в фонд обороны было собрано и передано 189 миллионов рублей. Приобретено облигаций государственного займа на 57 миллионов рублей. Кыргызстанцы отправили на фронт 195 вагонов продовольствия, 550 тысяч единиц теплой одежды, более 38 тысяч личных посылок. В окруженный блокадой Ленинград Кыргызстан в 1942-1943 годы отправил более 100 вагонов продуктов питания. Колхозы и совхозы республики передали в фонд обороны сверхплана 4,5 миллионов пудов зерна, 500 тысяч пудов масла.
Трудящиеся Кыргызстана оказывали помощь и освобожденному от фашистов-захватчиков населению. Для этих районов колхозы и совхозы республики безвозмездно передали 130 тысяч голов крупного рогатого скота, коз и овец. Третий вопрос. Восстановление и развитие народного хозяйства в период с 46 по 64 года. Состояние промышленности. В отличие от западных регионов страны, где проходили военные действия, народное хозяйство Кыргызстана, хотя и было обескровлено, разрухе не подвергалось. Наоборот, за счет эвакуированных из зоны военных действий предприятий промышленная база республики существенно укрепилась. Теперь перед ней была поставлена сложная задача перевода ориентированной на военные нужды промышленности к выпуску продукции для мирного строительства. Начиная с 1946 года промышленность Киргизской ССР приступила к производству мирной продукции, необходимой народному хозяйству. На заводах и фабриках были восстановлены 8-часовой рабочий день, выходные дни и трудовые отпуска. Отменен обязательный сверхнормированный труд. В августе 1946 года 11-я сессия Верховного Совета Кыргызской ССР в соответствии с общесоюзным планом приняла 5-летний план восстановления народного хозяйства республики в 1946-50-х годах. Согласно этому плану перед трудящимися были поставлены следующие задачи. Скорейшее восстановление народного хозяйства, приоритетное развитие отраслей, основанных на тяжелой промышленности, особенно горнорудной, водной энергетике, сельскохозяйственном сырье, интенсификация научно-технического прогресса, подготовка и обеспечение предприятий квалифицированными специалистами, повышение производительности труда. По 5-летнему плану промышленность республики должна была в 1950 году произвести продукции на 360 миллионов рублей. По сравнению с 1940 годом это составляло превышение на 94%. Особое внимание обращалось на развитие тяжелой промышленности. В годы послевоенной пятилетки еще более вырос индустриальный потенциал республики. Сдано в эксплуатацию более 20 крупных предприятий, реконструировано множество заводов и фабрик. Валовая продукция промышленности в 1950 году по сравнению с 1940-м выросла в 4,2 раза. Особенно хорошие показатели были достигнуты в тяжелой промышленности. За 5 лет добыча угля выросла более чем в 1,5 раза, нефти в 2,5 раза, выпуск металлорежущих станков в 5,5 раза. Мощность электростанций республики выросла почти в 4 раза. В легкой промышленности производство шерстяных тканей повысилось почти в 2,5 раза, шелковых в 7,5, чулочных изделий в 11, обуви в 2,5, мяса в 2,5, животного жира в 3, сахара в 4,5, консервов почти в 2 раза. Количество занятых в промышленности специалистов с 36 тысяч в 1940 году выросло в 1950 до 66 тысяч человек. Из них 5 тысяч составляло инженерно-технические работники, 3,5 тысячи – служащие. В то же время темпы развития промышленности республики требовали постоянного пополнения этой отрасли профессиональными кадрами. Но основная часть населения Кыргызстана проживала в сельской местности, что негативно влияло на увеличение числа рабочих коренной национальности и их профессиональный уровень. Это обусловило большой приток рабочих из других регионов страны. В результате начался интенсивный процесс миграции рабочих из промышленных районов СССР в Кыргызстан. Сельское хозяйство, достижения и недостатки. Война обескровила и сельское хозяйство Кыргызстана. Из 186,5 тысяч мужчин, занятых в сельском хозяйстве в 1940-м, осталось только 60 тысяч. Техническая оснащенность колхозов и совхозов снизилась до уровня середины 30-х годов. Из-за недостаточности рабочей силы, отсутствия техники не возделывались многие плодородные земли, снизилась урожайность. В 4-м 5-летнем плане были предусмотрены конкретные меры по исправлению тяжелого положения в сельском хозяйстве и его восстановлению. В первую очередь было намечено довести до прежнего уровня сократившиеся пахотные площади, увеличить поголовье скота. В 4-й пятилетке было запланировано к 1950 году увеличить количество лошадей до 490 тысяч, крупного рогатого скота до 560 тысяч, коз и овец до 4,5 миллионов, свиней до 600 тысяч голов. В послевоенные годы в центре внимания остро стояли вопросы укрупнения колхозов, закрепления их собственности, повышения производительности труда, упорядочения выплаты заработной платы колхозникам. Союзное правительство приняло ряд важных для подъема сельского хозяйства Кыргызстана постановлений. В феврале 1946 года о мерах по развитию сельского хозяйства Киргизской ССР, в феврале 1949 о мерах по дальнейшему развитию хлопководства в колхозах и совхозах. В соответствии с этими постановлениями республике было достаточно выделены тракторы, комбайны, сельскохозяйственные машины, необходимые к ним запасные части, минеральные удобрения. Соответствующая работа в Кыргызстане была проделана по улучшению оросительных систем. Построен Козылсуйский оросительный комплекс. В основном завершены работы по введению в строй Атузадырской оросительной системы и западной ветви Большого Чуйского канала.
В итоге проведенных мероприятий по восстановлению сельского хозяйства эта отрасль народного хозяйства Кыргызстана по многим показателям достигла в 50-м году уровня 40-го. Были восстановлены пахотные площади. По некоторым показателям даже наметился рост. Например, по сравнению с 40-м годом в 1950 году количество тракторов увеличилось на 0,5%, комбайнов на 1,5%, коров на 18%, коз и овец на 80%, лошадей на 21,5%. Таким образом, животноводство в республике к 1950 году заметно превысило довоенный уровень. По сравнению с 1945 годом в 1950 году урожайность зерновых выросла на 25%, хлопка в 3 раза, сахарной свеклы в 2 раза. Благодаря неустанному труду работников сельского хозяйства производство зерна увеличилось на 33%, хлопка в 4,5 раза, сахарной свеклы в 2 раза. Звеньевой колхоза «Коммунизм» Араванского района Орской области Аля Анаров в 1948 году с площади 6 га получил с каждого гектара по 109 центнеров хлопка. В 1949-м 88 центнеров, а в 50-м с площади 10 гектара добился урожая по 74,5 центнера с каждого гектара. За доблестный труд Анаров был удостоен высокого звания Героя социалистического труда дважды, в 1948 и в 1951 году. Звеньевая колхоза имени Калинина Сокулукского района Зуркан Хайназарова в 1947 году на плантации в 15 гектаров получила с каждого гектара по 971 центнеру сахарной свеклы, а в 1952 году с 25 гектаров получила урожай в 1000-1100 центнеров с каждого гектара. В 1947 году Кайназарова за доблестный труд удостоена звания Героя социалистического труда. В эти годы за успехи в производстве 47 мастеров-передовиков сельского хозяйства Кыргызстана были удостоены звания Героя соцтруда. 517 тружеников села были награждены орденами и медалями СССР. Кыргызстан в период волюнтаристских реформ 1953-1964 года. Общественно-политическая жизнь Кыргызстана. Исхак Разаков. В истории Кыргызстана, как и во всей стране в целом, 50-е занимают особое место. В марте 1953-го умер Иосиф Виссарионович Сталин. Закончилась сталинская эпоха социалистического развития. Со смертью Сталина в основанной им жесткой тоталитарной системе произошли некоторые депрессивные изменения. Были сделаны шаги к реанимации принципов социалистической демократии. В сентябре 1953 года Никита Сергеевич Хрущев был избран первым секретарем ЦК КПСС. В стране началась кампания по преодолению негативных последствий личного культа Сталина, реформированию экономической, политической и культурной сфер общественной жизни. Претворение в жизнь демократических принципов партийного руководства в республике большой вклад внес Исхак Разаков, руководивший в 50-х годах Центральным комитетом Компартии Кыргызстана. В это время в республике были образованы Министерство автомобильного транспорта и шоссейных дорог, совхозов, водного хозяйства, мясомолочной промышленности. Важной предпосылкой для дальнейшего самостоятельного развития Кыргызстана стало постановление Совета министров СССР от 4 мая 1955 года об изменении порядка государственного планирования и финансирования народного хозяйства союзных республик. В соответствии с этим постановлением Совет министров Киргизской ССР получил право самостоятельно планировать и распределять производство промышленности, были расширены права республики и по вопросам исполнения бюджета. 11 февраля 1957 года Верховный Совет СССР принял закон о расширении прав республик на законотворческую деятельность. Это создало условия для оперативного решения актуальных вопросов местных регионов. В этом же году, согласно постановлению Совета министров СССР, правительствам республик были предоставлены новые дополнительные права по самостоятельному решению вопросов экономики и культуры, что еще больше расширило полномочия республиканских местных органов управления. В результате проведенных в 50-е годы реформ стало возможно в какой-то мере координировать принципы централизации и демократизации управления. При этом в ходе образований центральная власть, не теряя своей ведущей роли, стала более гибкой. Были существенно расширены права союзных республик самостоятельно решать вопросы управления своими социально-экономическими и культурными сферами. Однако в условиях административно-командной системы между центральной властью и республиканскими органами власти стали проявляться и противоречия. В 1959 году на пленуме ЦК КПСС руководители Кыргызстана, Узбекистана и Латвии были подвергнуты острой критике за злоупотреблением своими правами и за игнорирование общегосударственных интересов в угоду сепаратизму и местничеству. В мае 1961 года партийные и правительственные руководители Кыргызстана Разаков и Дыкамбаев за активные позиции по расширению самостоятельности республики были сняты со своих постов. В 1963 году был образован Совет народного хозяйства Средней Азии. На него были возложены задачи руководства экономикой данного региона. С образованием Совета народного хозяйства
Права национальных республик, полученных в ходе реформ 50-х годов, были аннулированы. Экономика Кыргызстана. Реформы 50-х годов оказали на экономику Кыргызстана положительное влияние. В 1951-55 годах на развитие экономики было затрачено 3,6 миллиарда рублей капитальных вложений. В пятом пятилетнем плане перед Кыргызстаном были поставлены задачи приоритетного развития горно-рудной, металлообрабатывающей, энергопроизводящей, легкой и пищевой отраслей промышленности. Для развития промышленности республики было выделено 2,5 миллиарда рублей капитальных вложений. В результате было введено в строй 48 новых промышленных предприятий. В шестом пятилетнем плане 56-60-е года было уделено большое внимание строительству в Кыргызстане крупных промышленных предприятий. Народному хозяйству было выделено 7 миллиардов рублей капитальных вложений. Для улучшения руководства промышленностью и строительством в июне 1957 года был образован Совет народного хозяйства Кыргызской ССР. В его ведение перешло 225 предприятий, производящих 74% промышленной продукции республики. Такая форма управления улучшила межотраслевую специализацию и кооперирование внутри республики. Вместе с тем, сугубо территориальная замкнутость серьезно препятствовала производственным взаимосвязям предприятий с другими экономическими регионами страны. В связи с этим Совет народного хозяйства республики в 1965 году был расформирован, а его функции переданы вновь образованным министерствам. Управление промышленностью вернулось к отраслевому принципу. Во второй половине 50-х годов были сданы в эксплуатацию 5-я и 6-я очереди электростанций Аламединского каскада, тепловая электростанция, швейная фабрика имени 40 лет октября, завод физприборов в городе Фрунзе, хлебзавод в городе Нарыне, Уртатакойское, Наманганское, Базар-Курганское, Нижнеаларчинское водохранилище, угольная шахта в Кокджангаге и другие. В 50-х годах в Кыргызстане было введено в строй 59 промышленных предприятий, 46 цехов и отделов. По сравнению с 1955 годом валовая продукция промышленности в 1960 году увеличилась на 163%, а по сравнению с 1950 на 290%. В этот период Кыргызстан по снижению себестоимости промышленной продукции и по выполнению плана перешел на передовые позиции. Промышленная продукция республики начала экспортироваться в 30 стран мира. Большое внимание в 50-е годы уделялось и развитию сельского хозяйства Кыргызстана. Было намечено на период 50-55 годов увеличить производство зерна на 33%, сахарной свеклы на 20%, хлопка на 64%, увеличить поголовье крупного рогатого скота на 18-20%. В апреле 1952 года Совет министров СССР принял постановление о мерах по оказанию помощи Кыргызской ССР в развитии животноводства и о мерах по оказанию помощи Киргизской ССР в сельском хозяйстве. В этих постановлениях была определена конкретная деятельность по поднятию сельского хозяйства Кыргызстана. Во исполнение поставленных задач в республику было направлено большое количество сельскохозяйственной техники, организовано 13 новых машино-тракторных станций МТС. В 1953 году в республике было 80 МТС и одна машинно-животноводческая станция. На полях работало 1500 тракторов и комбайнов. В начале 50-х годов развернулась кампания по укрупнению колхозов. В результате в период с 1951 по 1953 года число колхозов в республике уменьшилось с 1620 до 725. Политика укрепления коллективных хозяйств сыграла важную роль в поднятии их экономики. Значительным стимулом интенсивного развития сельского хозяйства страны, в том числе и Кыргызстана, послужили решения сентябрьского пленума ЦК КПСС. Согласно этим постановлениям были повышены государственные закупочные цены на сельхозпродукцию. Цены на мясо в 5,5 раза, масло и молоко в 2 раза, зерно на 50%. Колхозы были освобождены от уплаты имеющихся долгов государству, значительно уменьшен объем налогов, упразднены ограничения ведения подсобных личных хозяйств и обязательная поставка государству излишков сельскохозяйственной продукции. Теперь колхозники получили право свободно продавать на рынках плоды своего труда. Были введены правила ежемесячного или ежеквартального авансирования труда колхозников, предусмотрены добавочные выплаты за общественную работу в колхозе. Принятые меры послужили действенным рычагом в развитии сельского хозяйства Кыргызстана. Материальное стимулирование повысило заинтересованность колхозников в конечных результатах труда в повышении производства в целом. Все это обеспечило новые достижения в аграрном секторе экономики. Успехи сельского хозяйства Кыргызстана было высоко оценено правительством СССР. В 1957 году Кыргызская ССР была награждена орденом Ленина. Высокого звания Герой социалистического труда удостоены 52 передовика сельского хозяйства республики. 2986 человек награждены орденами и медалями СССР. Кайназарова и Таширов стали дважды героями социалистического труда. В соответствии с постановлением ЦК КПСС, обслуживающие колхозы МТС в
1958 году были преобразованы в ремонтно-технические станции, РТС, с передачей техники колхозам. В том же году на базе экономически маломощных 122 колхозов и МТС было образовано 39 совхозов. В дальнейшем политика реорганизации слабых колхозов в укрупненные совхозы была продолжена. Несмотря на достигнутые успехи, сельское хозяйство Кыргызстана в начале 60-х годов отставало от общего экономического роста. Административно-командная система укрупнения колхозов, насильственное переселение неперспективных сел и кишлаков, непродуманное ограничение личных подсобных хозяйств, недирективное навязывание без учета местных условий обязательного разведения кукурузы во всех хозяйствах, система приписок и махинаций на всех уровнях – все это приводило к застою сельского хозяйства в целом. Культурное строительство в годы войны и в послевоенный период 1941-1964 года. Оставшиеся в тылу ученые, не покладая рук, трудились над решением военно-экономических задач по повышению обороноспособности Родины. К началу войны в республике было 13 научно-исследовательских учреждений, в которых работало 323 научных сотрудника, из них 13 докторов, 45 кандидатов наук. Все свои знания и опыт они направляли на удовлетворение нужд фронта. За счет эвакуированных в Кыргызстан ученых-специалистов научный потенциал республики как никогда вырос и окреп. С прибытием академиков Баха, Борисяка, доктора технических наук Келдыша, доктора исторических наук Берштама, доктора филологических наук Юдахина и других, уровень научно-прикладных исследований в республике заметно активизировался. В соответствии с постановлением Совнаркома СССР от 5 января 1943 года в республике был образован кыргызский филиал Академии наук СССР, что стало огромным стимулом повышения уровня научно-исследовательских изысканий в Кыргызстане. 13 августа 1943 года филиал приступил к работе. Первым избран академик Скрябин. Заместителями стали Шукуров и Масенко, ученым-секретарем Власенко. В борьбе против фашистских захватчиков важным идеологическим оружием служили литература и искусство. Многие члены Союза писателей Кыргызстана – Илибаев, Ашубаев, Чекменев, Умиталиев, Шиваза, Турузбеков, Абдукаимов и другие ушли на фронт. Некоторые из них стали политруками воинских частей, другие работали во фронтовой печати, проводили агитационную и воспитательную работу. Турузбеков, Илибаев и Сенкожоев героически погибли на поле брани. Советский патриотизм, защита Отечества, воинская доблесть, самоотверженный труд в тылу врага были главной темой творчества кыргызских писателей в эти годы. Такамбаев, Джантошев, Осмонов, Маликов, Умиталиев, Садыкбеков, Бакамбаев и другие в своих произведениях призывали народ к стойкости, вдохновляли на новые подвиги, укрепляли веру в победу над врагом. Артисты Кыргызстана с первых месяцев войны посвятили весь свой талант и силы приближению победы. Например, бригады артистов республики с июля 1941 по 1 апреля 1942 года провели на фронтах, в госпиталях и мобилизационных пунктах 763 концерта. В ноябре 1941 года прошла премьера кыргызской оперы «Патриоты», посвященной героям Великой Отечественной войны. 17 августа 1942 года музыкальный театр преобразован в Кыргызский государственный театр оперы и балета. В ноябре 1942 года театр поставил оперу «Кёкуль». Через год, в декабре 1943 года, «Ким Канте». В 1944 году балет «Чолпон». До конца войны артисты театра дали для воинов и тружеников тыла 750 концертов. Развитие культуры в послевоенные годы проходило под усилившуюся идеологическую опеку сталинской административно-командной системы. Была принята официальная доктрина о том, что у части населения продолжают сохраняться феодально-родовые и капиталистические пережитки, а в слоях интеллигенции бытует преклонение перед буржуазной культурой, и что имеет место усиление тенденции недопонимания политики коммунизма. Произведения известного акына второй половины XIX века, начала XX, Молдо Калыча были признаны буржуазно-националистическими, а исследователи его творчества Саманчина, Бейджиева, Бектенова подвергли репрессиям. Ученые Шукуров, Соронбаев, Харасаев были сняты с должностей. Роман Такомбаева «Канду Джилдар» и поэма Маликова «Балбай» подверглись серьезной критике, их запретили читать. В 1951 году по указанию высших советских и партийных руководителей началась кампания классовой критики национальных народных эпосов. Высшее достижение духовного творчества кыргызского народа эпос «Манас» был запрещен как произведение религиозно-антинародного содержания, воспевающее эксплуататорские интересы и проповедующее войну. Однако передовая кыргызская интеллигенция не восприняла такую трактовку народного эпоса.
Получила новый стимул развития кыргызской литературы. Роман Садыкбекова «Бездин замандын кишелери. Люди наших дней» был удостоен Государственной премии СССР. Большой любовью пользовались народы произведения Баялинова, Джантошева, Умиталиева, Усмонова. На новую высоту поднялось творчество драматургов, композиторов, художников. В 50-е и в начале 60-х годов культура республики продолжала развиваться в духе нового времени. В эти годы художественная литература пополнилась такими талантливыми писателями и поэтами, как Айтматов, Абдукаимов, Иралиев, Каимов, Тохтомушев, Умиталиев. Сборник повести Чингиза Айтматова «Повести горы степей» был удостоен Ленинской премии. Деятели искусства Кыргызстана продемонстрировали свои достижения в Москве на проходившей в 1958 году второй декаде искусства и литературы Кыргызстана. 6 артистам республики – Киизбаевой, Бишиналиевой, Рыскулову, Хыдыкеевой, Мырзабаеву, Хуюковой – были присвоены звания народных артистов СССР. 300 представителей искусства награждены орденами и медалями, 9 из них – орденом Ленина. Произошли позитивные сдвиги в системе народного образования. В 1953-54 учебном году в городах республики начало вводиться обязательное среднее образование. Вместе с тем, в 1955 году еще более 20 тысяч детей не было привлечено к обучению в школе, особенно в сельской местности. С 1958 года вместо 7-летнего образования было введено обязательное 8-летнее образование. В средних школах срок обучения был продлен до 11 лет. До 50-х годов специалистов с высшим образованием для народного хозяйства республики готовили центральные вузы СССР. Открытие на базе Кыргызского государственного пединститута в 1951 году Кыргызского государственного университета стало важным событием для нашего горного края. В 1954 году на базе геологического и технического факультетов был открыт Фрунзенский политехнический институт. Теперь высокообразованных специалистов по многим отраслям республика стала готовить в своих вузах. В 1951 году открылся Ошский, в 1953 Прижевальский педагогический институты с 4-годичным сроком обучения. В 1955 году начал набор студентов в Кыргызский физкультурный институт. В результате подготовка кадров учителей в республике была во многом решена. Наряду с развитием высшего образования большое внимание продолжало уделяться среднеспециальным учебным заведениям. В 1954 году на базе кыргызского филиала Академии наук СССР была образована Академия наук Кыргызской ССР. Ее первым президентом научный коллектив избрал Ахумбаева. В состав первого президиума Академии вошли видные ученые Джамгырчинов, Ахумбаев, Батманов, Юдахин, Юнусалиев, писатели Токомбаев, Садыкбеков. Всего 27 человек. В 10 научных учреждениях Академии трудилось 203 научных работника, среди них 12 докторов и 83 кандидата наук.